Дорогие друзья, это проект «Испытано на себе» на телеканале Якутия-24. И наш сегодняшний сюжет посвящен традиционной зимней рыбалке, а именно рыбалке на карася. Мы сегодня находимся в Намском уусе, на границе Намского и Кобяйского уусов. А вместе с жителями села Буус Тюбинского наслега будем проводить мунху. И здесь мы находимся вместе с друзьями, с Киричаней и Аиной. Всем привет! Я уже третий раз на Мунхе и второй раз вот именно на этом месте. А Аина... Я впервые, я очень давно хотела побывать на Мунха и по приглашению друзей приехала. Это будет увлекательное мероприятие. Я здесь тоже нахожусь в первый раз. Вообще буду принимать участие именно на Мунхе. Мы вам сейчас все снимем, покажем. Будет очень интересно. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия-24. Испытано на себе. На самом деле это территория ресурсного резервата Белоозерский. И здесь традиционно каждый год происходит именно мунха. В данный момент идут подготовительные работы, естественно, происходит совещание, и определяют места рыбалки. Друзья, здесь есть определенные традиции, и по одной из традиций мунхи это обряд алгыс. И сейчас мы будем все проходить этот обряд. Ağız siyle aksakalak, atannak nögönnak. Aygır siliganiye doydu bu tör ayıllan öskəmmet. Ayı aymaktara, gün ulustara. Arkağıttan tehinnak, innitten köntöstök. Haka sarınlara saksakattan sakal bu kelbet. Ugu komuk, ugodara, mustamız. Üyetin üye ayıcı kelbeti göçbeten. Algыс серин туомын айылар бутыттан көлдөһөн. Друзья, мы только что прошли национальный традиционный обряд алгыс, и сейчас идет процесс очищения. Оно происходит в виде того, что люди проходят вокруг костра, забирая на себя дым, и тем самым очищаются. Так 3 круга делают. А мы, соответственно, уже очистились и с надеждой заходим на озеро. Будем сейчас закидывать невод, и начинается процесс мунхи. Иосиф, можешь нам немножко рассказать про процесс, что мы сейчас делаем? Сейчас подготавливаем к загонной рыбалке. Сейчас с того края озера будем рыбу подгонять, где спускать будет невод. И в таком процессе пока пойдем, потом спустим невод и выйдем уже с той стороны озера. Это уже неводом будет. Там уже будем вытаскивать рыбу. Да, А эти палки для чего нам нужны? это рыбу распугивать, чтобы ближе к неводу его подводить. Под лед будем. На самом деле очень интересный процесс. Мы сейчас пойдем посмотрим, непосредственно на себе испытаем, каким же образом это делается. Пойдем. Мы готовы. Друзья, на самом деле мы находимся на ресурсном резервате Белоозерский. И здесь ежегодно проходит мунха. Здесь имеется промысловый участок. И на одном из озер, расположенном как раз таки на территории резервата, сейчас будет проходить традиционная рыбалка. Рыбалкой на карася местное население занимается испокон веков. Вообще, несмотря на наличие на территории Якутии большого разнообразия добротной рыбы, именно карась является самой ценной и уважаемой рыбой народа Саха. Так, в суровые зимние дни и голодные годы местное население выживало за счет наличия дома выловленного карася.
Историческим фактом является то, что народ Саха выжил и сохранился как этнос именно благодаря организации рыбалки на карася практически во всех населенных пунктах нашей Якутии. Ведь эта рыба содержит в себе все необходимые витамины и микроэлементы, требуемые для нормальной жизнедеятельности человека. Ну и здесь, в местности Урюн-Кёль, что означает в переводе «белое озеро», в годы войны был организован промысловый участок для ловли карася на нужды фронта, но и собственного пропитания. Здесь когда-то даже был организован аэродром для сбора рыбы. Само Белое озеро является священным местом, и рыбалку здесь проводят именно традиционным способом, используя только орудия, которыми пользовались еще наши предки. Сегодня ежегодно в ноябре, пока еще тепло и лед тонкий, на Мунху выходит практически все население, и улов делится поровну каждому участнику процесса. Мунха, в первую очередь, это рыбалка коллективная. Как, к примеру, в начале нас всех разделили на команды. У каждой группы есть свой бригадир, у каждой команды есть своя зона ответственности. Это загонщики рыбы с берега до места захвата ее неводом. Есть группа самых сильных, кто пробивает лунки пешней, и есть ответственные за спуск невода. Ну и все потом, конечно, участвуют в процессе прогона и вытягивания невода к месту сбора рыбы. Мы же попытались принять участие во всех процессах Мунхи, ну и, конечно, начали рыбалку с этапа загона рыбы в пойму невода. Аин, ты понимаешь, что происходит сейчас? Мы сейчас распугиваем рыбу. Да, но смотрите, у нас идет это все по порядку. То есть ребята пешней продавливают вот такие вот лунки, и остальные участники Мунхи стоят, загоняют рыбу с берега, вот с этого берега, да? Да, в сторону глубины. То есть с начала озера до середины загоняют рыбу. И это все происходит вот по очереди. Грубо говоря, мы сейчас стоим вот на одной линии. Потом на вторую переходим. Да, и будем переходить на другую линию. Ну что, как у вас впечатление? Слушай, очень трудоемко, энергозатратно и жарко. Жарко? Жарко. Да? Потому что двигаешься. Ты вроде бы в пуховике там. Да, у меня там кофта, еще дополнительная кофта. Вот, подойти. О, дали команду идти вперед. Вот. Тут все очень налажено, слажено. Есть командир, бригадир, который регулирует всей деятельностью людей. И вот мы сейчас переходим к следующей лунке. У нас будет стопроцентная крепатура всего тела. Руки устают? Да, и не только руки, мне кажется, и спина. И завтра будет дань, как после хорошего спортзала. Ну, у Керри свой способ. Или у нее палка просто длинная? Мне сказали, шуметь надо по льду. В прошлом году такого не было, но у меня есть другой способ. Поэтому для меня это как первый раз. А что сказали, что именно нужно делать? Шуметь? Шуметь и распугивать карасей и туда. К центру? Да. Ага. Направляем рыбки туда. И шумим. Командир крикнул, что необходимо переходить на следующую лунку. И вот так вот мы двигаемся от начала, от берега к середине озера. Ну, здесь собрались вообще жители деревни села Булус Тюбинского наслега. И есть девушки, женщины, мужчины, парни и даже дети. Тебя как зовут? Айсан. Айсан? Айсан. Айсхан. А ты из села Булус, да? А тебе сколько лет? 10. А на Мунхе первый раз или постоянно? Первый раз? И что, как тебе? Как настроение? Нормально. Понятно, да, все, в принципе? Думаешь, получается? Уходит рыба к центру? Да. Ну ты шумишь-то здорово.
Вот так вот здесь даже дети приобщаются к традиционной рыбалке. Пойдем сейчас подойдем к Иосифу. Он у нас командует, в данный момент именно командует людьми, которые шумят и загоняют рыбу. Иосиф, как настроение? Как вообще, думаешь, происходит рыбалка сейчас? Ну, сейчас вот пока идем хорошо. Ага. Ну, по времени чуть не успеваем, но нормально сегодня, думаю, выйдем. Ясно, хорошо. А так, в целом, я смотрю, строй же уже получился, да? То есть... Строй уже получился нормально. Сейчас вот рыба, которая вот здесь оставалась, мы уже загоняем в основное место, где мы будем рыбачить. Ну, я так смотрю, он как-то так не прямой линией, а как будто как треугольником, да, как будто бы? Как бы так идет. То есть, чтобы рыбу в одно место скапливать и вот загонять. Ага, с краев, с берега к центру. Ну, я так смотрю, еще все тебя слушаются. Как только ты крикнешь «Костевет», что означает «переходим», все начинают переходить. Вот такая вот четкая, слаженная работа. Так, друзья, ну, в общем говоря, я взял вот у Николая пешню. Пешня это сделана, она самодельная. Видимо, из рессора сделана, да? То есть верхняя часть, чтобы было удобно, обмотана тряпкой, ну, веревкой. Ну и здесь, естественно, вот такой вот острие такое. И вот сейчас этим острием мы будем пробивать лунки. На пешню обязательно одевается веревка, чтобы ее не утопить. Ну и примерно вот таким вот способом. Пешней лунка пробивается по кругу на... Ну, ширина должна быть такая, чтобы лопата могла сюда уйти. Сейчас вот Георгий очищает мне лунку, я дальше продолжу свое занятие. На самом деле, ну пока я еще не устал, полон сил, вроде нормально. Друзья, ну вот в принципе и все, лунка пробита. Испытано на себе. Будем заводить невод. Да, я вот вижу, сейчас ребята, получается, делают эту пойму, да, кто-то пешней, кто-то лопатой убирает лед, а вот там дальше это вот что происходит? Сейчас вот тоже вот рыба, которая здесь осталась, сейчас будут загонять сюда. Потому что мы будем идти по углу, как треугольник начнем заводить невод, и вот в конце озера уже. Получается, вот этими жердями запускается сам невод через веревки. Ну, этими жердями вот подтягиваем эти веревки, которыми мы таскаем невод, получается. Вот эти жердя, они направляют веревку по заданной траектории, получается. Ага, то есть они вот заходят жерди. К жердям завязана веревка, жерди заходят под лед, и далее и там через будет... лунки вон сейчас рулящий вот с жердями, ютимерсит называется по-якутски. Ага. И он сейчас направлять и как бы управлять этим жердями будет. Но там будет сейчас еще лунка буриться, да? Да, вон уже сделали лунки. Вон. Уже ребята пошли, делают лунки, по которым жерди, вот этот жерди пойдет. Все понятно. Ага, подо льдом. Это получается, вы сейчас направляете жердь к лунке. Правильно я понимаю?
лежать на той лунке. Получается, вот из той большой лунки двумя палками буквально перевели жертв на эту лунку. И сейчас ее будут дальше прогонять вон туда далее, ближе к берегу. Ага. Это получается специальное вот приспособление, она как рогатка захватывает жертв и продвигает ее далее по лункам. А дальше на лунке крючком ловят также эту жертву. Сейчас пойдемте посмотрим. Калла. Тюмер калла. Где вот? Крючком поймали. Сейчас вытащи его, куда идет, а я отправляю ветки. Дальше по лункам отправляете жертв. Ага. И там вытащим веревку. Там в конце, получается, выйдет веревка, и Ага. будем тянуть невод за веревку. Все понятно. Ага, это у нас, получается, конечная точка. Здесь будет выходить веревка. Вот она уже крючком зацепили и вытащили. С этой стороны веревка вытягивается на берег. Ну, база. Когда, все, хватит. Друзья, мы, в общем говоря, почти закончили. Уже дошли до практически конечной точки. Вот по этой линии сейчас идет два невода. Средний и правый. Ну, то есть третий его называют. И вот у нас здесь идет очередная лунка. Лиза, как тебе работа пешней? Ну, я вообще впервые, это для меня новый опыт, скажем так. Очень сложно, оказывается. Путь выбирают те, кто придерживается традиционной мунхи. Но мне понравилось, потому что это самобытно. И для местных людей как праздник. Приезжают люди из Якутска, которые переехали, но с детства были на этой мунхе. Поэтому ощущение, что мы стали причастными к какому-то священному такому действию. Очень интересно. Вот Лиза пробила первую лунку свою и уже видит карасиков. С помощью мужа, конечно. Уже видит карасиков. Ок, все. Ага. А то вот треугольник на именно говорди. Бавар гаттан напади. 150 метров, крылья с карманом, так называемая мамка, мать. Так, там в конце озера ребята уже вытягивают веревку, и за веревку тянут невод. И, соответственно, вот невод заходит в лунку.
главный момент. Спускается мама Невада. Карман, так называемый. Где накапливается наша рыба будет. Иосиф держит сейчас за последние груза, за крайние груза Невода. И основной карман С этой стороны тоже О. подержи. мне дали вот задание. Натягивать будем маленько, как вот последний. Ага, Чтоб мамка Невада раскрылась. ага. Вот так вот натягивай на себя чуть-чуть маленько. Все, и отпускай. Снегом раскидываешь. А снегом для чего? Это вот как традиция. А, Yok vallahi balıkta gündüle. Baya я тоже тогда немножко ногой так. Все, теперь уже потихоньку идем, где уже лунки, которые будем вытаскивать наш невод. Все замечательно. Ребята, ну все, мы спустили невод и идем дальше протягивать его по всему озеру, ну и вытаскивать в конце озера. Здесь, оказывается, есть также очень много традиций. И самая главная традиция — это нельзя пересекать невод. То есть нельзя пересекать озеро там, где сейчас проходит невод. Правильно я, Иосиф, говорю, да? То есть вот центр нельзя проходить? Да, вот центр, вот край, ни в коем случае нельзя заходить внутрь, где он проходит невод. Ага. Если вот ходить только по краям, где вот лунки. Что, ну это как обычай, традиция, да? Раньше наши предки, ну, говорили, что рыбу пугаешь, там шагаешь, лед сейчас тонкий, он даже вот маленький шаг делает его звук под льдом вообще огромный. Ага. Ну вот, чтобы не распугать рыбу, ну это обосновано, да, обычай обоснован тем, что чтобы не распугать рыбу. Ну а так, в принципе, наверное, еще биоэнергетика есть. Все-таки нельзя пересекать невод, нельзя его перешагивать, а тем более нельзя стоять на его пути. Иначе, ну, в общем говоря, это по традициям не положено. Друзья, сейчас наступает тот самый ответственный момент. Пойдемте. Мы тянем невод. Невод тянем через все озеро. И тут необходима физическая сила, поэтому нам надо помогать. Тяжело? Довольно-таки да, надо всем весом. Тебе тяжело, Кэрри? Мы сейчас вот к этой лунке подтянули невод, и теперь его необходимо прогонять дальше по лункам. Вот у нас пошла веревка. Сейчас будем тянуть там. То есть это будет через 4-й лунки. Нам нужно будет от этой лунки до 4-й лунки перетащить невод, и так до конца озера. И потом в итоге мы должны будем встретиться вот с той бригадой, которая тянет невод по... Вернее, левое крыло невода тянет по другой стороне данного озера. Ну, что сказать, довольно-таки тяжело, но так как нас много, это веселое такое душевное занятие.
Друзья, ну мы подошли к концу. Здесь собираются две мунхи, то есть две заводи Урюнкюля, вернее Белого озера, будут собраны именно в одном месте. И вот тут под конец продолблена вот такая вот лунка. Ребята вот сейчас чистят лед. Кайра, ну что, как тебе рыбалка? Сегодня я на очень ответственной должности. Я должна кричать «Калля-калля», когда тут узелок, и пускаю веревку. Я думаю, это очень ответственное дело. Да-да-да. Здесь на самом деле работа коллективная. И вот, как я уже ранее говорил, каждый занят своим делом. Вот Кайра у нас сегодня ответственная за то, чтобы веревка шла правильно. Она наблюдает за тем, что подходит узелок. Это говорит о том, что подходит невод. И, соответственно, далее уже ребята, которые тащат невод, предпринимают другие действия. И главное кричать громко «Калле!». Так, это вот наше левое крыло. Варя, приветствую еще раз. Как у вас продвигается? Ну, рыбалка очень хорошо идет. А вот ты сейчас чем именно занята? Вот у меня вот крючок. Ага. Он отпускает этот. Жердь получается. Да, по-якутски тюмях, по-русски, скорее всего, это жердь, к которой привязана веревка. Ага. А я вот крючком. А, ты крючком ловишь. Вот у нас получается вот такая длинная, примерно 15-метровая жердь, которая тащит за собой невод. И, Варя, ты поймала, да, уже? Да. Ага, вот этим крючком поймали сейчас жердь, и ее будем пропускать далее. И вот таким вот образом дальше уже к выходу. Сейчас пойдемте посмотрим, что из себя представляет данная жердь. Вот уже такой чистенький треугольничек у нас. Вот она. Ну и, конечно же, это самый, что ни есть, радостный момент, потому что сейчас будет выходить крыло невода, ну и, соответственно, далее рыба. Вот это вот называется утюмях. Такая длинная палка, примерно 15 метров. Сейчас вот увидите, вот за нее привязана веревка. Вот она веревка. И, соответственно, эта веревка уже тянет за собой невод. Варя, а расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, ты же профессиональная, можно сказать, рыбачка, да? Или рыбак, профессиональный рыбак, можно так сказать. Я сама в Иркутске живу, работаю в больнице. А здесь я в тебя где-то 10 лет постоянно на поводу с женщинами. У нас есть сообщество «Женская рыбалка». Мы постоянно ходим и летом, и зимой, и осенью, весной на подлетку. Летом спиннинг, закидушки. У нас мы вообще без мужчин ходим, сами женщины. У нас все есть, оборудование, палатка, газ, плита, баллон, все такое рыбацкое. О, как замечательно. Ну, вот такие вот интересные у нас люди, на самом деле, сейчас приехали на Мунху. Но также, я так понимаю, можно увидеть в социальных сетях о том, как работает женский клуб. Как правильно, женский клуб? Женская рыбалка Якутии. Женская рыбалка Ну, Якутии. сообщество есть у нас. Дорогие друзья, мы сейчас подходим к финальной стадии мунхи. Это именно вытаскиваем невод. Вот сейчас вытаскиваются крылья невода. И ждем вот непосредственно сам основной карман. Пойдемте подойдем. Вот сейчас, получается, по две бригады складывают невод, чтобы его можно было использовать потом еще раз. Вот получается, бригада, которая тянула левый, ну, условно скажем, это левое крыло. Вот сейчас складывается здесь непосредственно левое крыло. Складывают напола, правильно я говорю, да? Вот наполовак наполам и груза к грузам.
Это для того, чтобы невод был в сложенном виде, чтобы можно было использовать его. Правильно это? Аккуратно было. В следующий раз тоже. Ну вот, чтобы потом использовать этот невод уже в сложенном виде. Ну а так, мы все находимся сейчас в ожидании непосредственно выхода рыбы. Непосредственно сам карась. Ждем карася. Ну что, ребята, вот и закончился сегодняшний день, сегодняшняя мунха. Мы очень-очень рады, очень много рыбы просто, и это все добыто традиционным способом. Вот здесь, на ресурсном резервате Белоозерский. Ну, это просто очень интересное занятие. Как вам, девчонки? Это наши лобы. Просто посмотрите, как много рыбы. Она такая крупная, она такая Золотистая. жирненькая, вкусненькая будет. Мы И уверены. это нашими руками добытое. Мы сейчас будем делать полевую кухню. То есть у нас будет уха, и мы обязательно это все снимем и вам покажем. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия 24. Так, друзья, мы набрали, получается, на вечернюю уху. Да. Мы набрали, в общем говоря, на вечернюю уху, а это все остается до утра. Оно здесь сейчас подмерзнет и потом будет готово к дележке. Ну а так мы сейчас едем к себе в домик. Испытано на себе. Всем еще раз привет! Сегодня я вас научу, как готовить якутского карася. Приступаем. У нас сегодня свежевыловленный карасик. Мы его сначала начинаем чистить чешую. Просто любым ножиком берете и начинаете очищать чешую. Прекрасные, вкусные, сочные, жирненькие, свеженькие карасики. Полностью я люблю убирать с живота тоже чешуйки. Они прям шевелятся, и настолько они свежие. Берете карася так, чтобы он лежал у вас с правой стороны. С правой стороны мы делаем надрез где-то сантиметр от головы. Есть. Я обычно делаю так, убираю вот эту штучку. Как называется? Пузырь. Ну ты его просто пробиваешь? Да, я его пробиваю. И далее мы засовываем свой пальчик. Он с икорочкой. И вытаскиваем. Вот он желчь. Видите? Сейчас я вытащу его. Нужно делать очень аккуратненько, чтобы не порвать. И вот он. Вот находится желчь. Ну, несмотря на то, что это осенний карась, Да, видимо, он сам крупный, поэтому и желчь, видимо. Тоже крупненький. Все, вот эту вот штучку вытащили, кишочки. И все, наш карасик готов пойти к нам в уху. Бульк. У нас сразу здесь стоит Готовленная вода. кастрюля с водой. И вот карасик уже, он там даже плавает. Ужу. А Иночка у нас умеет это готовить. На изи.
Так, ну за уютную атмосферу у нас отвечает Кирачана. Конечно. Кира, скажи, пожалуйста, что ты сейчас делаешь? У нас всегда мы делим обязанности, как вы видите. Аина у нас отвечает за кухню вкусную, а я за чистоту и уют в нашем временном пристанище. Итак, друзья, момент истины. Открываем, смотрим. О! Вот наши карасики готовы. Сейчас будем пробовать. Ну что, дорогие друзья, будем пробовать полевую кухню. Это карась, сваренный непосредственно в лесу, в лесном домике, непосредственно на дровяной печке. И самое главное, это свежий карась, который пойман прямо сегодня на Мунхе. Пробуем. Открываем. О, выглядит просто супер. Друзья, самое-самое вкусное в карасе, это, конечно же, вот эти вот внутренности. Ну и, соответственно, икра. Вкус просто божественный. Ну и, естественно, обычная уха. Карась был сварен просто на воде с солью. Пробуем. Просто супер. Аина просто молодец. Ты сделала просто божественное блюдо дня. Испытано на себе. Ну что, друзья, наступило следующее утро. И вот сейчас идет, уже подходит к концу сборка карася, который был пойман вчера на Мунхе. И все это сейчас собирают по мешкам. Ну и, соответственно, будет раздаваться населению. Население непосредственно тем, кто участвовал в Мунхе, ну и всем, кто желает получить карася в селе Буус. Дорогие друзья, мы здесь находимся сейчас непосредственно на сборке карася и хотели бы пообщаться с одним из уважаемых людей села Буус Любимского наследия, Розалией Егоровной. Розалия Егоровна, подскажите, пожалуйста, вот вы постоянно принимаете участие в Мунхе. Не могли бы немножко рассказать вообще об истории Мунхи и, ну, вообще, в принципе, о любимском наследии, как это все происходит здесь? Солталақ көйлеті, үлем болғанатан бұл республика бұлыр манна военный французға яқты құрдықты білімді әпті. Онытын республика ұлыстарыттан ұлыспыт бары осан орыйомыд бары қолқастары манна сүйбәшке бригадны тәрейенлер постоянно тонғырна таққа бригада манна үләбіті. Сері ғылдарғар онытын серіге көмек құрдық кәләнлер аты тейен баралар әбіт. Bir voltar arada kendi toplanak gitti. O sana bravo. Anta kendi gibi tohumunu sultan olacak. Bir baz bilen gördük makalı. Ondan bile köşelerimi makalıktan bağıra bularak çıkıyordu. Böyle. Tüten hakimi söylediğim balana bir köşeler ruhu götürdü. Olimin bir halta kiramlarımız. Dakikalar bir geldiler televizyon. Ondan da bu tohumunu sultan ehil otup bir sızlık olur. Allah sıllasın mukataklar. Bu edette kırdıktan daha yörebit. Bu behe bu kırı tüherdiyit. Ulan köygesi gidakitini bileyim. Onda da ulan mukalarında varlar. Uru behe hetteli mukatiyeti hüreritim. Prohta köyün, prohta prohtan. Bir dakikada daha türde tonlarını videodan turabıt. O tonla bulur tuğağına seri ağla vallahi anlatan. Elbaq Respublikaga dağını bu bevi dürümünün dağını elbaq yöneten bu sütüten bu hatadı. Daha zamanla videomuz narkopsilleri de Stalin ölüyte diyenler böyle havan havanları cevherleri de o tiyeri de tübeti tübeti falan bırak onu kolabora bir yaka naha çuve ödülü kalladı. Ondan da sübürün de anlatan bulanlar da gitti. Bulanlar da. Onu takır cevap put. Allah burada kokular bütün de bütün testingen делать, он там погонять де начали. Дорогие друзья, это был проект «Испытано на себе» на телеканале Якутия-24. И мы сегодня съездили на традиционную Мунху, а именно ловля карася в зимнее время. Съездили мы сегодня с друзьями, с подругами, и оказывается, даже девушки могут участвовать в
данном мероприятии. Ну и, соответственно, это было именно приближение к традициям Якутии. Смотрите нас на телеканале Якутия 24.